Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями мы обсудим основные события сегодняшнего дня, обсудим основные новости. Ну а для начала предлагаю подключить к нашему эфиру нашего журналиста Романа Спиридонова, который с нами сейчас на прямой связи из Ньюзрума и готов рассказать о новостях, которые готовят вечерние выпуски «Заман». Рома, приветствую, мы слушаем тебя. Привет, Гульсум. Сегодня мы расскажем о том, что крымско-татарский язык может появиться в Google-переводчике. Об этом сообщил заместитель министра реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Снавер Сейдхалил. Официальное письмо с просьбой в главный офис Google уже подписало правительство Украины. На первом этапе подготовки члены Google-сообщества будут переводить по несколько десятков слов, а впоследствии компания должна согласовать все изменения. Крымско-татарский должны отнести к группе тюркских языков, которые есть в переводчике, и язык будет отображаться латиницей. По мнению Снавера Сейдхалила, крымско-татарский должен больше использоваться на различных электронных платформах. Это будет способствовать его развитию. Сегодня отмечается 103-я годовщина создания Курултая крымско-татарского народа. Именно 9 декабря, это 26 ноября по старому стилю, 1917 года в Бахчисарае торжественно открылся первый Курултай. 76 делегатов со всех уголков Крыма приняли судьбоносные решения, декларировали создание Крымской Народной Республики, приняли Конституцию, и флаг с золотой тамгой на голубом фоне официально стал государственным. Об истории этого Курултая, о том, как сложилась судьба его главы и как развивается в современной Украине история Курултая, мы сегодня расскажем в наших выпусках. Будем, конечно же, говорить и о ситуации с коронавирусом. Здесь, на материке, новый локдаун начнется с 8 января и продлится по 24 сентября. Прошу прощения, по 24 января, не дай бог, конечно, по сентябрь. Кабинет министров готовится ввести такие длинные новогодние каникулы, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ. И предполагается, что в этот период будет запрещена работа учебных заведений, кроме детских садов, баров, ресторанов, торговых центров, кроме тех, которые торгуют продуктами. Будут закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, фитнес-залы, бассейны, непродовольственные рынки, а также не будут работать рождественские ярмарки. А вот общественный транспорт продолжит работу. Также будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы. А вот парикмахерские имеют право работать только по предварительной записи. Это не все новости, о которых мы будем говорить сегодня в нашем выпуске. Наша редакция сейчас работает над тем, чтобы он был как можно интереснее и информативнее. И то, что вы сможете увидеть своими глазами, включайте телевизор в 19:00 для того, чтобы посмотреть выпуск на украинском языке, и в 21:00 на крымско-татарском. А лучше, конечно же, его не выключать, а смотреть постоянно наш эфир, для того, чтобы быть в курсе всех событий, которые происходят в оккупированном Крыму. Гульсум. Чохсагл, Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов на прямой связи из Ньюзрума. Мы работаем в прямом эфире. Вы также можете присоединяться к нам. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы по обсуждаемой теме. Нам важен ваш голос. Ну а мы перейдем к обсуждению уже вышеупомянутых новостей не только. И начнем со следующего. Сегодня 9 декабря, сегодня годовщина встречи 4 лидеров в нормандском формате. Как известно, 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит стран нормандского формата Украины, Франции, Германии и России. Тогда Владимир Зеленский оптимистично говорил о
прорыве в переговорах по установлению мира на Донбассе. Впрочем, прошел уже год, однако, как мы видим, ситуация на востоке Украины существенно не изменилась. И год назад на саммите «Нормандская четверка» договорилась о следующем, договорилась о следующем коммюнике, который я предлагаю сейчас вместе с вами послушать и увидеть, собственно, те пункты, к которым пришли тогда лидеры «Нормандской четверки». Давайте вместе послушаем и, собственно, поймем, какие из этих пунктов уже на данный момент, спустя год, выполнены, а то и вовсе не выполнены. Розведення військ на 3 ділянках. Повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року. Відкриття нових пунктів пропуску на Донбасі через 30 днів після зустрічі. Новий план по розмінуванню територій. Обмін полоненими в форматі всіх на всіх. Продовження дії закону про особливий статус Донбасу на рік. Закріплення формули Штайнмаєра в українському законодавстві. Сегодня появилось такое сообщение с Россией. Там российские власти исключают возможность встречи президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в ближайшее время. Для таких переговоров пока нет субстанций, сказали там. Давайте вместе послушаем заявление. Встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо подготовлена, и этим занимаются помощники президента. Но им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать. А здесь у нас нет субстанции. Как мы уже сказали, Россия исключает возможность проведения нормандского саммита с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции в ближайшее время. Хотя совсем недавно, когда Владимир Путин разговаривал по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, по сообщениям Кремля и по сообщениям самой Ангелы Меркель, якобы речь шла о том, что Владимир Путин согласен на сотрудничество в рамках нормандского формата и имплементации Минских соглашений как плана А. С нами сейчас на прямой связи Роман Костенко, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, участник АТО. Пане Романе, вітаю вас. Вітаю. Пане Романе, прошел год с момента встречи 4 лидеров в нормандском формате. Что из подписанного коммюнике тогда нам удалось уже выполнить, а что нет? Нам вдалося зробити пару розведення на декількох участках взагалі, да? І взагалі саме основне те, що я бачу, нам вдалося таки зрозуміти по останнім заявкам пана Кравчука, що домовлятися з Російською Федерацією нереально. Тому що ви чули заяву пана Кравчука, який сказав про те, що він може сам вийти з переговорів в тристоронній контактній групі, тому що він не бачив взагалі зацікавленості Російської Федерації в завершенні конфлікту на Донбасі. Він сказав так, ці не хочуть, а ордлоті, з якими розмовляє Російська Федерація, вони хочуть залишити за собою статус-кво, тільки узаконити його. І це не одне, не друге нам не підходить. Тому ось все, що ми могли на цьому рівні досягнути. Тобто питання просто перестать стрелять и заглядывания в очи Путину у нас просто не працює. Ну, сейчас мы видим, как Россия педалирует такой тезис, что якобы встречаться в нормандском формате нет смысла, потому что не выполнено ни одно из условий нормандского коммюнике. На что и рассчитывает украинская власть, как вы думаете, которая постоянно акцентирует внимание на возможной встрече 4 лидеров в нормандском формате? Що вони взагалі, тут, по-перше, мають на увазі? Що значить не виконано? З Російської Федерації теж не виконують. Ви розумієте, що Російська Федерація, вона із самого початку блокує всі потуги української сторони або ставить такі вимоги, які просто не можна виконати. Коли вони там хочуть інспектувати наші позиції, коли вони хочуть контролювати наші позиції. Просто країна, яка незалежна, країна, яка воює за свою незалежність, ми не можемо надавати їм таких можливостей. Коли вони заявляють про те, що хочуть провести вибори на нашій території ще до того, як віддадуть нам кордон. Це теж нереальні речі. Тому, і ще раз кажу, для Російської Федерації просто невигідно завершати цей конфлікт. Тому що ми зразу порядок денний на більш високу платформу поставимо Крим. Вони це розуміють. І їм потрібно контролювати нашу зовнішню і внутрішню політику. Вони це роблять.
Давайте послушаем сейчас цитату Козыка с российской стороны. Никакого саммита в ближайшее время. Не камильфо собирать первых лиц, не выполнив принципиально ни одного решения предыдущего саммита. Нечего собираться повторно с той же повесткой, с невыполнением того, под чем подписались. Підключаємо к нашому ефіру Михайло Басараба, політолога, співкоординатора громадського об'єднання руху «Про капітуляція». Пане Михайло, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Россия не хочет встречаться в нормандском формате. Как вы думаете, почему? Ну, це ж нас уже давно не повинно дивувати. Справді, Росія використовує всю цю метушню і в Мінській переговорній групі, і в нормандському форматі задля того, щоб протискати свій порядок денний. Так? Тобто у Росії є чіткий порядок денний, чітка адженда, так, яка чітко виписана в Мінських домовленостях. Росію не цікавить нічого іншого, як безумовне і дослівне виконання Мінських домовленостей Україною. Ми можемо говорити про Мінські домовленості що завгодно, але, знаєте, тут не потрібно фантазувати, просто потрібно брати і читати документ. Якщо Україна виконає Мінські домовленості, це означатиме капітуляцію нашої держави перед Росією. Раз. Це означатиме, що гирею на наших плечах буде повішено Донбас з особливим статусом. На Україну ляже тягар відбудови пограбованого і понівеченого Донбасу. І в Мінських домовленостях немає жодної згадки про Крим. Все інше, про що говорить Росія, всі інші трюки і фокуси, які вони застосовують чи під час перемовин в Мінську, чи відтерміновуючи зустріч в нормандському форматі, чи будь-які інші засоби та інструменти шантажу України та наших західних партнерів, це все має другорядне значення. Тому ми завжди повинні дивитися в корінь проблем. Ми завжди повинні повертатись до того, чого саме вимагає від нас Росія. Росія вимагає від нас буквального виконання Мінських домовленостей. Росія вимагає від нас безумовних поступок і виконання усіх забаганок, які озвучують або російські політики і дипломати, або представники їхніх маріонеткових режимів на Донбасі. Пане Романе, как вы думаете, изначально, когда подписывали Минские соглашения украинской власти, нынешней украинской власти, есть понимание, что Минские соглашения, они нереализуемы именно в таком формате, в котором они есть? А если и реализуемы, то они идут полностью в разрез нашим национальным интересам и приводят к капитуляции? Я думаю, що коли підписувались Мінські угоди, це моя суб'єктивна думка, про те, що основним завданням було те, щоб знизити взагалі градус бойових дій. На той момент ми бачили, яка активна фаза була бойових дій, і я думаю, що президентом на той час було підписано для того, щоб все-таки врегулювати і знизити бойові дії. Да? Чи вони будуть виконуватися, я розумію так, що тут кожна людина, навіть не високий дипломат, розуміє те, що сказав мій колега, що якщо виконувати ці Мінські домовленості, можна втратити країну, да, і зробити її залежною від іншої країни, да, агресора. Тому от моя думка про те, що дійсно їх ніхто не збирався виконувати, і тому що виконання їх – це зрада і робота проти нашої держави. А сейчас? Що? А сейчас? Зараз ні в якому разі не можна виконувати Мінські домовленості. Це вже віджитий формат, потрібно переходити на новий. І оці заяви, про які казав я в самому початку, що сказав пан Кравчук, що він там сам вийде, тому що він там бачить те, що Росія не хоче все-таки вирішувати цей конфлікт. Я думаю, це є таким дзвіночком про те, що зараз буде якась заява, там, може, з Офісу президента, що потрібно переходити до плану Б, що все-таки план А не працює, і я думаю, що план Б буде
побудований на чомусь іншому, а не на мінських домовленостях. Ну, це моя особиста думка. Ну вот спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Арестович, напротив, говорит, что украинская сторона в ТКГ по Донбассу сейчас ждет каких-то существенных прогрессов после заявления президента России Путина о готовности работать в нормандском формате. Он сказал, что мы должны идти по плану А. Давайте его послушаем. Цей наш план є таким шляхом, як це можна виконати і завершити цей збройний конфлікт. Після заяви Путіна, поки нема потреби у плані Б, він підтвердив готовність просуватися планом А. Я думаю, буде можлива зустріч політичних радників у найближчий час. І подивимось, що вони будуть робити на ТКГ і підгрупах. Особливо по чутливим питанням відкриття КПВВ, безпекові питання полонені. Але я можу сказати, що і президент, і РНБО продовжать працювати над можливими варіантами, якщо зрештою все ж таки план А не вдасться. Робота не припиняється ні на хвилину. Держава готова всебічно, планування здійснюється сценарно, тобто є декілька варіантів реагування. Леонид Кравчук также хочет предложить России отложить дорожные карты, чтобы сосредоточиться на выполнении уже согласованных решений в рамках нормандского формата. В случае отказа российской стороны глава украинской делегации предлагает перейти к решительным мерам давления для достижения прогресса. Тиск на Росію має бути. Вона іншого не розуміє. Вона ніколи не вважала політико-дипломатичний переговорний процес можливим для себе. Ми офіційно повинні сказати, ми зробили все, вичерпали всі можливості та бачимо безвихідь. Робота триватиме, а Україна буде докладати всіх зусиль. Однак, коли побачить, що ми вже пішли на останні кроки, тоді буде план Б. Вот давайте для начала поймем, что из себя представляет план А. По какому пути сейчас мы идем? Пане Романе, у вас есть это понимание? Ні. Ну, взагалі, я хотів це сказати, що потрібно зрозуміти, що ж таке план А. На мою думку, те зараз, що хочуть показати нам планом А, це такий хаотичні рухи, якісь там дипломатичні, і кожного разу щось видумується нове. Давайте зробимо так, ага, не вийшло, давайте зробимо так, ага, не вийшло. Тобто якогось там суцільного плану А з якимось конкретним фінішом і конкретними кроками я ніколи не чув, не бачив, і дуже сподіваюся, що він десь є, можливо, в наших політиків, але взагалі він повинен, не політиків, вибачаюся, в наших керівників держави, але ж ми повинні всі його знати. І взагалі я розумію, що може бути його таємна частина, але взагалі загальний план повинен бути, що ми домовляємо з Російською Федерацією, там, з квазіреспубліками, я не знаю, що ми робимо, якщо там у нас підвищується агресія, як ми залучаємо наших партнерів, хто на нашій стороні переговорів, хто на стороні переговорів Російської Федерації. Це все повинно бути. Плану А як такого немає. Я не знаю, що називають влада планом А. І перехід до плану Б, це теж хотіли дізнатися взагалі, що це таке, і побачити перед планом Б, хоча б план А, що нам не вдалося. Тому що не видно, що нам не вдалося, не знаючи, що це був за план. Пане Михайло, а вы также не видите какого-то плана А, или же все-таки у вас другая точка зрения? Ну, я так само хотів би дізнатися, що таке план А, Б, В, Г, Д. Там я не знаю, скільки їх в розпорядженні української переговорної групи чи президента України. Але знаєте, взагалі тактика Росії впродовж цих років, тривалих років війни, полягає в тому, щоб заглибити нас в трясовину тисяч і тисяч різних дрібниць. Зокрема, ці розмови про план А, Б, В, Г, значить, відкриття нового КПВВ, закриття старого КПВВ, значить, домовленості про якісь телефонні розмови, другорядних радників, третіх заступників і так далі і тому подібне. Все це, знаєте, такий інформаційний спам, яким хочуть заповнити інформаційний простір для того, щоб імітувати нібито просування до цієї от заповітної мети миру, так, відновлення миру на українській землі. Але між тим ми чуємо, дуже часто виникають, значить, або заяви, або якісь, ну, дуже, я б сказав так, неоднозначні ініціативи, як, наприклад, ви пригадуєте ідею
про ідею щодо створення консультативної ради і таке інше. І між тим ми чуємо періодично заяви Кравчука про те, що Україна готова до особливого статусу Донбасу, що нам потрібно якийсь особливий підхід до мешканців цих територій, значить, ми готові на якісь поступки і таке інше. Тобто це, знаєте, якийсь такий загальний калейдоскоп абсолютно несистемних міркувань, пропозицій. Ось, до речі, була ще одна недавно пропозиція про якусь вільну економічну зону на Донбасі. Так, у мене завжди виникає запитання, як започаткування вільної економічної зони на Донбасі може стимулювати відновлення миру. Так? Адже якщо Кравчук вважає, що мешканці Донбасу повстали проти України тільки тому, що у них було незадовільне соціально-економічне становище, таким чином Кравчук підіграє фактично пропагандистській рамці Кремля. Так? Давайте подключим, пане Михайло, вот к нам сейчас присоединилась народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая, которая является заместителем главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Пани Марьяна, витаю вас. Витаю. Пани Марьяна, прошел год с момента встречи 4 лидеров в нормандском формате. Чего мы добились за этот год в направлении урегулирования ситуации на востоке Украины? Да, добрый вечер. Можно, конечно, если говорить о том, что критерием результата есть, например, следующая встреча в нормандском формате и следующее решение по урегулированию конфликта на Донбассе, то такой встречи не произошло. И фактически идет постоянная борьба за то, чтобы она имела место быть, и имела место быть как можно более обозримое время. Тем не менее, тут обмен пленными, перемирие, которого не было за все время в таком ракурсе и по количеству обстрелов, которые снизились, это все мы имеем сейчас. По поводу различных, я тут, насколько смогла услышать, потому что немножко связь плохая, по поводу различных сценариев урегулирования конфликта на Донбассе, да, мы проводили и проводим стратегическую работу относительно того, что мы можем предложить в рамках этого диалога. Непростого диалога, потому что это де-факто диалог войны. И что готова сегодня войны как таковой. Пани Марьяна, и что готова сегодня украинская сторона предложить? Это же не есть какая-либо новая информация. Сейчас я прошу ориентироваться на заявление трехсторонней контактной группы, на непосредственно господина Кравчука, на вице-премьера, который занимается данными вопросами, это господин Резников. К тому же даже такая организационная структура, когда есть непосредственно на уровне стратегическом исполнительной власти, плюс того временного формата, что является собой ТКГ, ответственный и происходит эта координация, это уже само по себе достижение. Потому что я напомню, что, например, министерство, которое направляет вице-премьер, подготовило вообще длительный план реинтеграции Донбасса. Потому тут очень много, конечно, мы можем, но в то же время мы можем прорабатывать те или иные стратегии, но ключевая роль, к сожалению, у России. Когда Россия не идет на выполнение тех или иных договоренностей, например, один из примеров — это допуск Красного Креста, да, совершенно мирная инициатива, о которой предварительно договорились, но на данный момент все еще ее нельзя реализовать. Или продолжение обмена пленными, или запуск новых КПВВ. То есть это то, к чему мы готовы, что мы приветствуем, и оно носит совершенно гуманитарный, реинтеграционный характер, но мы встречаем подготовки, мы встречаем блок со стороны Российской Федерации. Пани Марьяна, сейчас активно обсуждается вопрос внедрения плана «Б», так как план А не состоялся и не реализовался. Вот хотела у вас спросить, что из себя представляет этот план Б? Есть ли у вас это понимание? Обсуждался ли этот вопрос на вашем профильном комитете?
В нашем профильном комитете как отдельный вопрос он еще не обсуждался, поскольку до конца 2020 года это в общей сложности и международная политическая ситуация, они довольно не сформировавшиеся, да. В том числе я обязана упомянуть изменения политической ситуации в Соединенных Штатах. Это, с одной стороны, внешние компоненты, внутренние, потому что ТКС сейчас проводит работу. Мы предполагаем рассмотреть этот вопрос после, в начале 2021 года, то есть это первая неделя комитетская 2021 года. Ну, а Тогда вот по уже вашим будут данным более конкретные решения. А какие-то наработки по плану Б есть? Они уже сформулированы, пункты плана Я бы Б? не обозначала так план А, Б, С, Д. Скорее есть вариация различных сценариев, которые в том числе пересекаются между собой теми или иными вариантами решения. И это бесконечный процесс, который должен завершиться реинтеграцией Донбасса. То есть если не срабатывает один шаг, мы делаем другой. Снова-таки я навела пример относительно допуска Красного Креста. Значит, есть такая политическая договоренность, если ее она не исполняется со стороны Российской Федерации, мы поднимаем этот вопрос на различных площадках, показываем свою готовность. Если мы говорим о изменениях законодательства, которое может быть более реалистичным, по сравнению, конечно, с тем, что на данный момент мы приняли и будем продолжать этот закон, то это еще одна работа и так далее. Но, конечно, всегда в фокусе еще обмен пленными, потому что мы понимаем и помним, сколько людей, к сожалению, сейчас все еще удерживается і кого нужно вернуть. Дякую дуже, спасибо большое. Дякую дуже. Мар'яна Безугла, народний депутат України, фракції «Слуга народу», заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Романе, пане Михайло, что вы поняли? Пане Романе, начнем с вас. Связь плохая была, плохо было слышно. Я понял, зрозумів те, що, в принципі, крім слів про план А і план Б, що більше в нас нічого немає. І те, що я казав на самому початку, що план А – це у нас набір якихось дій. Це нам колега сказала те ж саме, що це не набір якихось дій. І в подальшому, я вважаю, що якщо ми будемо йти тим же шляхом, дивіться, тут питання в іншому. Ми ще намагаємося, колега сказала про те, що ми намагаємося все ж таки знайти, поговорити з Росією, буде багато чого залежати від Росії. Я хочу, щоб ми подивилися все ж таки в історію і просто з ким Росія мала справу, з якими територіями. Це і Північна Осетія, це Абхазія, це Придністров'я, це Азербайджан і Вірменія, які Азербайджан вирішив своє питання тільки коли він вийшов з Мінського процесу і знайшов собі союзника і вирішив це питання. І то Російська Федерація ввела свої війська і все-таки залишила за собою цю територію. Оцих, якщо для нас і для українців оцих прикладів мало, тоді ми будемо знову наступати на граблі і йти з того боку, щоб бути залежними від Росії і намагатися домовитися. Да? Нам потрібно зразу йти на перемовини, розуміючись про те, що ми з ними не домовимося. Це їх інтереси. Де інтереси Росії, вона не йде на поступки. Вони все роблять так, своїми імперськими амбіціями, щоб люди залежали, країни залежали від них. Це і в енергетичному плані, це і в військовому плані, і в гуманітарному. Тому ось ці приклади, цю інформацію потрібно приймати, коли йдеш на переговори з Російською Федерацією. Если предположить, что план А предусматривает реализацию Минских соглашений именно в той интерпретации, которая озвучивает украинская сторона, сначала выполнение части по безопасности, а потом уже политическая часть. То, чего, очевидно, не случилось, уже прошел год, так в
в чем тогда может заключаться план Б? Пане Михайло, как думаете? Ви знаєте, мене дуже важко назвати прихильником впровадження мінських домовленостей. Я належу до тієї частини громадянського суспільства, яка з моменту підписання цих домовленостей виступає з жорсткою критикою цього документу. Я поясню, чому дуже коротко. Знаєте, немає особливого значення, в якій послідовності Україні нав'яжуть особливий статус Донбасу. Немає жодного значення. Відбудеться надання статусу офіційної для російської мови після виконання безпекової частини домовленостей чи після реалізації політичної частини мінських домовленостей. Немає жодного значення, коли буде створена народна міліція, так званих ДНР і ЛНР уже в складі України. Абсолютно немає жодного значення, коли місцеві ватажки, абсолютно керовані з Кремля, почнуть призначати своїх прокурорів, наприклад. Так, і абсолютно немає значення, коли буде проголошена амністія тим, хто воював проти української держави, тих, хто стріляв в бік наших військових, хто вбивав наших військових, так і таке інше. Тому всі ці розмови, те, з чого я починав, знаєте, оці дрібниці, про обговорення яких нам нав'язують, вони насправді відволікають нас від головного. Достатньо було послухати лише представницю правлячої команди. Ви знаєте, я, слухаючи цю шановну пані, просто зловив себе на думці, як пощастило Росії, що зараз в Україні при владі ось така правляча команда. Тобто людина, яка займає відповідну посаду в профільному комітеті, абсолютно не розбирається в предметі, який ми сьогодні, предметі сьогоднішньої нашої дискусії. Це на превеликий жаль для кожного з нас, так, для кожного громадянина України. Ми завжди повинні повертатись до базових позицій, на яких ми повинні стояти. Перше, Росія – держава-агресор. Якщо Росія – держава-агресор вчиняє міжнародні кримінальні злочини проти нашої держави і наших громадян, то до чого тут Мінські домовленості? Мінські домовленості виписані так, нібито в Україні є внутрішній конфлікт. І те, що відбувається на Донбасі, нібито не є збройною агресією з боку Росії і не є окупацією наших територій. В Мінських домовленостях, як я вже казав, немає жодного слова про звільнення Криму. Так? А це повинно бути жорсткою позицією нашої держави, що Крим і Донбас можуть і повинні бути звільнені лише одночасно. Не потрібно, розумієте, йти на ось ті російські вимоги і не потрібно погоджуватись на російську пастку, щось, мовляв, давайте ми вирішимо питання Донбасу, а про Крим ми колись потім поговоримо. Ми розуміємо, що як тільки як тільки Донбас так чи інакше повернеться до України, то питання Криму буде відсунуто в далеку шухляду, і ніхто коли буде вирішено. Тому, Пане Михайло, давайте подключим сейчас к нашему эфиру ветерана российско-украинской войны Глеба Бабича, который с нами сейчас на прямой связи. Пане Глебе, витаю вас. Витаю. Прошел год с момента встречи 4 лидеров в нормандском формате. Вот как думаете, и как вам видится, чего нам удалось добиться в направлении урегулирования войны на востоке Украины за этот год? Чего добилась украинская власть после встречи 4 лидеров? Ну, чого добилося, слово добилося можна тільки в лапках вживати. Тому що наша влада добилася тільки того, що Україна поступово йшла тільки на умови, уступки і теряла свої позиції як у військовому плані, так і у плані політичному. Саме останні заяви, саме останній так званий план України, в мене особисто таке враження, що він написаний не на Україні. Тому що навіть в плані, який вимагає Україна, і навіть на який не погоджується Росія, вже не йде мова про те, що ми будемо брати під контроль свою територію і границю. Там вже підміняється поняття миротворчого контингенту, і вони кажуть, що ми будемо, може бути, погоджуватися на те, щоб це контролював посилений наряд ОБСЄ. Тобто це таке капітулянство в розстрочку.
І іншою мовою, навіть це якщо це вважати стартовими позиціями України, яка буде ще торгуватися і поступатися чим-то, це ці стартові позиції вже не влаштовують Україну. І крім того, у Росії є два наративи. Вона або взагалі не погоджується з пропозиціями України, або як в останній раз не бачать альтернативи Мінську і готові співпрацювати, але вштовхують нам спілкування безпосередньо з представниками незаконних формувань Донбасу. І Росію в якийсь спосіб влаштовує більш за все затягування цього процесу, як він буде відбуватися по вині, чи по вині Росії, чи по вині ОРДЛО, чи по вині нашої ТКГ, це все Росію повністю влаштовує. Пане Глебу, вот у меня к вам такой вопрос, как военному человеку, как к ветерану российско-украинской войны. Как вы думаете, все же вот войну на востоке Украины можно ли каким-то образом урегулировать в рамках трехсторонней контактной группы в Минске, в рамках переговорного какого-то процесса? Или же возвращение территории, на которую зашли войной, можно вернуть только лишь войной? Будь-які перемови, в якої війни паралельно ведуться перемови. Але перемови, успішні перемови, можливі тільки, якщо сторона, в даному разі Україна, має сильні військові позиції і має готовність у будь-який спосіб звільнити свої території. Цю силу треба нарощувати, і тоді тільки комбінованим шляхом, якщо не казати про чисто військовий, то тільки комбінованим шляхом можна вийти з перемогою з будь-яких переговорів. Дякую дуже. Чохсаголнес Гліб Бабіч, ветеран російсько-української війни, був з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, какой выход из той патовой ситуации, в которой мы сегодня находимся, вы видите? С одной стороны, Россия педалирует тезис о том, что нет смысла новой встречи в нормандском формате, так как не выполнены условия подписанного коммюнике. Мы понимаем, что Россия пытается внедрить свой план А, который она интерпретирует по-своему, на что, естественно, мы пойти не можем, потому что это будет сдачей национальных интересов и фактической капитуляцией. Так что тогда делать? Есть ли смысл оставаться в Минском процессе? Или же мы можем предложить какое-то непопулярное решение в виде заморозки этого конфликта? Вот как вы видите будущее, вот куда мы идем сейчас? Ну і хотів би спочатку відповісти на те, чому росіяни зараз не погоджуються на зустріч у нормандському форматі. Це спроба шантажу України і наших західних партнерів. Ви, мовляв, давайте виконайте те, що ми хочемо, то тоді ми подумаємо про те, що ми будемо з вами зустрічатися. Це таке стимулювання до зустрічі. Це перше. Друге, що треба робити в цій ситуації? Насправді, ми повинні відверто і щиро сказати передусім собі, і це мав би зробити, перш за все, президент України, що, на жаль, той план мирного врегулювання, який зараз обговорюється за участю наших західних партнерів впродовж тривалих років, на жаль, є планом, який є вигідний передусім для Росії. І якщо ми підемо на виконання цього плану, то ми втратимо свою державу, ми втратимо свободу і ми потрапимо під повний тотальний контроль Росії. Або ж в Україні буде ще більша війна, ще більші руйнації, оскільки суспільство, звичайно, не змириться з такими кабальними вимогами, які нам нав'язує Росія. Про це треба щиро і відверто заявити. Єдиний можливий спосіб в цій ситуації діяти так, як це мало б відповідати обставинам. Якщо ми визнаємо, що це агресія з боку Росії, якщо ми визнаємо, що це окупація наших територій, якщо ми визнаємо, що Росія захопила не лише Донбас, чи Росія воює проти нас не лише на Донбасі, але так само Росія окупувала Крим, і ми вимагаємо звільнення і Донбасу, і Криму одночасно, тоді ми повинні апелювати до міжнародного права, норм міжнародного права, які передбачені на такі випадки, на такі випадки порушення міжнародного права. Адже Росія вчиняє сьогодні міжнародні кримінальні злочини перед державою Україна.
І не треба вигадувати велосипед. В міжнародному праві давно все розписано. Окрім того, я ще дуже коротко хотів сказати, що в Україні також робилися певні спроби зафіксувати в українському законодавстві відповідні положення, про які я щойно говорив. І, зокрема, існує закон від 18 січня 2018 року. Не треба нічого вигадувати, треба діяти відповідно до Конституції України, закону від 18 січня 2018 року і відповідно до норм міжнародного права, передбачених на випадок збройної агресії та окупації. Дякую дуже, пане Михайло. Михайло Бессараб, політолог, співкоординатор громадського об'єднання «Рух опору капітуляції», був з нами на прямому зв'язку. Пане Романе, є ли видение у фракции «Голос» выхода из этой патовой ситуации, в которой сегодня мы находимся? Есть ли какая-то альтернатива, которую можете предложить вы и ваша фракция? Дивіться, ще рік назад нашою фракцією був розроблений план холодної деокупації, так називаємий, і він є на сайті нашої фракції, де розписано наше бачення безпосередньо урегулювання конфлікту на Донбасі. І він схиляється все ж таки, як би це не популярно звучало, до заморозки конфлікту. Тому що в даний момент ми розуміємо, поки ми не отримаємо стратегічну перевагу, поки в нас не буде зброї стримування, поки у нас не буде надійних партнерів, які готові за нас не просто говорити, а за нас вступати в бій, розуміти, що наша держава – це є плацдармом для Європи в подальшому, то нам потрібно цей конфлікт заморозити і працювати в цьому напрямку. Скажите, а когда Верховная Рада Украины же проголосует за пролонгацию закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, и видите ли вы в этом смысл? Ну, наскільки я знаю, він стоїть в порядку денному на наступний пленарний тиждень. А я взагалі не наша фракція, ми в минулому році не голосували, не я як людина військова, я притримуюсь тієї думки, що за нього голосувати не можна, тому що не можна давати якийсь особливий статус людям, які взяли в руки зброю і воюють на стороні агресора проти своєї держави. Дякую дуже, пане Романе. Роман Костенко, народный депутат Украины, фракции «Голос», был с нами на прямой связи. Ну а мы переходим к следующей теме, к Крыму и к резолюции, которую приняли недавно в Организации Объединенных Наций по милитаризации полуострова. В усиленной резолюции по милитаризации, принятой Генассамблеей, содержится 2 новых пункта. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Вот что он сказал. У резолюції констатується, що окупація Криму – пряма загроза міжнародній безпеці. Вона завдає шкоди архітектурі безпеки і контролю над озброєннями, враховуючи, що до Криму завозиться військова техніка, здатна нести ядерні боєголовки. Ну а вот пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков считает, что Россия вправе делать все необходимое для своей безопасности. Так он прокомментировал журналистам новую резолюцию Генеральной Ассамблеи по милитаризации России времена оккупированного полуострова. В данном случае речь идет о суверенной территории России, на которой Россия в рамках международного права и международных обязательств вольна делать все, что необходимо для обеспечения собственной безопасности. Напомню, против украинской резолюции в ООН по милитаризации Крыма проголосовали 17 стран, в том числе и Россия. За принятие документа высказались 63 страны и 62 воздержались. С нами сейчас на прямой связи Георгий Лагвинский, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2017-2018 годах и вице-президент Европейской народной партии в Свете Европы. Пане Георгию, вітаю вас. Да, вітаю вас. Судя по той истерике, которую сейчас мы видим из заявлений Пескова и других политиков России относительно этой милитаризации, это все же хороший сигнал для нас относительно резолюции. Да, безусловно, смотрите, любой документ, который поднимает вопрос Крыма, нам очень важен. Потому что проблема, когда проходят многие годы, становится не настолько актуальной. И зачастую может быть заговорено, замято или становится не настолько критически ярким и нужным. Поэтому любой документ, особенно такой уважаемой организации, которая издала сейчас указанную резолюцию, является для нас огромным плюсом. Более того, терминология применена достаточно жесткая. Могу сказать, что мы активно работали, давали информацию о ситуации, которая сейчас происходит в Крыму.
Безусловно, проблемой милитаризации являются основополагающими проблемами. Более того, мы понимаем, что рано или поздно все равно будет оккупация Крыма, и многие вопросы будут осложнять саму процедуру возврата ее под контроль Украины. И одна из проблем — это как раз военные группировки, которые создают фактически полуостров строгого режима, такую военную базу, которая является угрозой не только для Украины, а для всей Европы. В общем-то, об этом и говорит указанная резолюция. И нам это важно подчеркнуть, что такая ситуация существует, и с ней нужно бороться. Мы понимаем, что принятая резолюция имеет рекомендательный характер. Вот как и каким образом мы ее можем использовать в долгосрочной перспективе? Ну, смотрите, тут вопрос не рекомендательности характера указанного документа. Обязательно документы постанавливает исключительно суд, и юрисдикция которого покрывает определенную территорию. Указанный документ является международно-правовым документом. И при взаимоотношениях с той же самой Россией, да, другие страны, такие как Венгрия, Латвия, Литва, понимают, они работают с экономическим партнером или они работают со стороной агрессора. И эти как раз резолюции раскрывают эти проблемы. Самое жесткое оружие против оккупантов — это валюта, это рубль, доллар, евро, гривна. И такие резолюции создают определенную международную правовую коалицию поддержки Украины с одной стороны, с другой стороны ограничивают российские капиталы в развитии. И это действительно форма санкций, которая бьет по интересам Российской Федерации, что является достаточно важным. Вот если говорить о тех странах, которые поддержали нас, которые воздержались и высказались против, ну, относительно тех, кто высказались против, я думаю, что нет смысла говорить. Мы понимаем, что это страны-сателлиты России. А вот относительно тех, кто воздержались, вот нашу редакцию удивила позиция Азербайджана, ведь наша страна активно поддерживала Азербайджан в вопросе восстановления ее территориальной целостности. Мы оказывали всяческую дипломатическую и политическую поддержку во время обострения и разрешения конфликта в Нагорном Карабахе. Более того, мы Азербайджан определили своим стратегическим партнером, а тут мы видим, как Азербайджан просто не голосует за резолюцию по милитаризации Крыма. Вот как вы себе это объясняете? Это такая вот просто попытка, желание не проявить свою позицию или что? Знаете, в парламентской ассамблее Совета Европы у нас были депутаты с нашей делегации, каждый депутат курировал какую-то группу стран и проводил коммуникацию, находил общие точки соприкосновения, тем самым создавал так называемую реальную дипломатию. И рядом депутатов отвечали за Армению, ряд депутатов отвечали за Азербайджан. Знаете, ни у первых, ни у вторых результатов практически не было. Почему? Потому что во всех резолюциях практически во всех резолюциях парламентской ассамблеи Совета Европы эти две страны голосовали вместе. Они обе между собой воюют, но все, что касается России, и Армения, и Азербайджан, между собой держали определенный нейтралитет и в лучшем случае не голосовали. А в общих случаях, как правило, голосовали в поддержку Российской Федерации. Поэтому здесь геополитические интересы этих стран. На мои вопросы, ну как вы можете, но мы же вас поддерживаем. То, что вы задавали сегодня мне, сейчас послушайте, мы маленькая страна, нас не защитили, когда нас оккупировали. Мы сегодня воюем и защищаемся как можем. Именно поэтому мы не готовы создавать себе новых врагов. Это не наша война, мы готовы быть солидарными, но война не наша. Поэтому эти позиции абсолютно прогнозируемы. Я не считаю, что они не могут быть изменены, но на сегодняшний день так эти страны не понимают, что основной конфликт между Арменией и Азербайджаном создала Россия. Именно российские базы находились на этой территории. Именно они провоцировали два народа, и они создавали эту войну. Поэтому вместе с этим эти страны поддерживают Российскую Федерацию, иногда методом так называемыми ногами, уйдя из зала, иногда голосованием, в зависимости от ситуации. И вот что еще вас хотела спросить по президентским выборам в США. Вот как вы думаете, с приходом Джозефа Байдена в администрацию президента США, вот капитализация наших чаяний и надежд в направлении деоккупации наших территорий, она возросла или нет? Смотрите, наша задача основная — защищать свои интересы.
никто, ни Байден, ни Трамп наши интересы защищать без нас не будет. Поэтому наша задача построить такие экономические, дипломатические, личные отношения, чтобы в Соединенных Штатах, вне зависимости от смены имен президентов, руководителей, конгрессменов, сенаторов и других людей, занимающих важные должности, отношение к Украине не менялось. Это двухпартийная поддержка и демократов, и республиканцев. Это задачи, которые мы должны делать и защищать свои интересы. То, что касается, вот, допустим, сейчас нового проекта бюджета Соединенных Штатов, в котором предусмотрены санкции в отношении Северного потока-2. 120 компаний, которые могут попасть под этими санкциями. Это прямые наши интересы. Хотя экономически они совпадают, в том числе с интересами Соединенных Штатов. И вот создавая такие процессы, где мы можем защищать свои интересы, в том числе руками наших партнеров, вот это и есть дипломатическое искусство. Вот это и есть та задача, которую мы должны реализовывать. Не разделяя на правых, левых, белых, черных на доске шахматной для разведения, значит, своих геополитических игр. А как же тогда нам выстраивать отношения с Германией, которая всячески пытается достроить Северный поток-2, даже несмотря на те санкции, которые внедряют Соединенные Штаты Америки против компаний, причастных к ее строительству? А вы должны понимать, что это не пример Германии, это пример всего, в том числе европейского сообщества. Nothing special, just business. Они смотрят свои интересы первостепенные, а потом уже в интересы других стран. Для Германии никаких экономических отношений. Тут простые вопросы. Почему мы не торгуем, например, с Россией, а Украина торгует с Россией? Они задают вопрос, скажите, вот мы строим свой геополитический интерес для того, чтобы мы могли зарабатывать деньги для своего бюджета, обеспечивать свою страну, которая нуждается в, может быть, меньше находится проблема в Украине, но она в том числе имеет свои непростые ситуации. Поэтому они смотрят только таким образом. Наша задача — объяснять, что война — это очень дорого, оккупация территории — это очень дорого, жизнь человека бессмертна. И помогая агрессору, что подтверждается такими резолюциями, как принято по Крыму, те резолюции, которые мы принимали в ПАСЕ, вы создаете риск, что вы будете следующим. И в том числе в Германии могут начаться непростые политические процессы, вплоть до военных действий, если вы не будете защищаться от агрессора. И поэтому тогда интересы государства Германии будут выше, чем экономические интересы бюджета этой страны. Если говорить и продолжать тему милитаризации полуострова, мы понимаем, что милитаризация повлекла за собой огромное количество социально-экономических и гуманитарных проблем, и в частности привела к дефициту воды, который сегодня сложился на территории полуострова. Вот недавно пресс-секретарь Путина Песков заявил, что от дефицита воды в Крыму больше всего страдают местные жители, туристы и экономика полуострова. Вот что он сказал. Давайте вместе послушаем. Ситуация с питьевой водой в Крыму является очень серьезной проблемой, а в условиях, когда была перекрыта вода, страдает и экономика. Страдают и граждане, и туристы. Делается все возможное, чтобы последствия этого дефицита воды минимизировать, но они все равно ощущаются. С нами сейчас к нам присоединяется Денис Савченко, правозащитник, координатор гражданского объединения «Крым-СОС». Пане Денис, вітаю вас. Добрый вечер. Вот по вашим анализам, насколько сегодня действительно критическая ситуация на территории полуострова с водой? Согласно той информации, которую мы получили непосредственно от жителей Крыма, действительно ситуация с водоснабжением довольно критическая. В практически всех больших городах действуют определенные ограничения, вплоть до отсутствия, а точнее присутствия только холодной воды несколько часов в день. Мы говорим и, конечно, Симферополь, Севастополь, Бахчисарайский район, Алушта, Партенит, Евпатория. Практически все города, вот любой город, который вы можете там назвать, вспомнить, они попали под действие тех ограничений, которые оккупационные власти сейчас установили. Для нас намного более важным является вопрос того, какая причинно-следственная связь существует в данном случае, потому что мы убеждены, что восточно-северно-крымский канал и факт его перекрытия, он не мог
привести к таким плачевным последствиям. А перенаселенность и милитаризация полуострова, а также нежелание оккупационных властей вовремя заниматься проблемой и вопросом водоснабжения полуострова. Это является истинной причиной того, в какой ситуации сейчас находятся мирные жители полуострова. Пане Георгию, вот судя по тем заявлениям, которые мы слышим сейчас от Пескова, от Захаровой, можно ли сделать вывод, что перекрытие Северокрымского канала сегодня является мощнейшим инструментом давления на страну-агрессора и инструментом, впоследствии которого может привести к деоккупации полуострова? Смотрите, является ли это геополитическим, скажем, плюсом для Украины? Наверное, да. Является ли методом давления? Наверное, нет. По одной простой причине. Потому что, смотрите, все ключи от замков для решения крымских проблем находятся в Кремле. То есть если завтра Путин встанет и скажет, знаете, я решил Крым вернуть, давайте проведем референдум, я за. То вся, значит, свободная Россия проголосует, чтобы Крым вернуть обратно. У меня задается несколько вопросов. Нужно решить эту проблему, у нас есть выход. Верните обратно территорию, мы разберемся с вопросом воды. Вы когда захватывали территорию, вы не понимали о последствиях? Может быть, Украина должна решать сейчас российские проблемы, связанные с оккупацией же своей территории? Но это как-то выглядит нелепо. Более того, международное гуманитарное право четко предусматривает, кто несет ответственность за последствия на временно оккупированной территории. Теперь это, безусловно, сторона агрессора. Теперь вопрос заключается в другом. Что, безусловно, Россия сейчас готова любые ковришки предоставить Украине, скидки бесплатный газ, бесплатная электроэнергия. Но это наш геополитический козырь этого процесса, самого Крыма. И мы не имеем права его разменивать. Мы имеем право разменять, в моем профессиональном мнении, только на один простой вопрос. Вы видите свои войска из Крыма, мы берем под контроль наши границы, свои территории, и мы решим те проблемы, которые вы нам создали. И нельзя смотреть на этот вопрос отдельно, что Украина не поставляет воду. Украина не поставляет воду к военным преступникам и стране-агрессора. Украина готова защищать своих интересов на своих граждан, на своей территории. Поэтому решение только одно. Возвращайте территорию под наш контроль, и мы решаем те проблемы, которые вы нам создали. И те крымчане, которые сегодня должны четко понимать, что не из-за Украины, именно из-за оккупации России происходят какие-то последствия. Украина, в свою очередь, должна сделать больше для Крыма, должна дать возможность, чтобы люди хотели быть под контролем Украины, создать систему интеграции, деоккупации. Это непростые вещи, потому что это большая геополитика, психология, многими процессами. Но мы можем использовать эти инструменты для того, чтобы вернуть контроль, в первую очередь, над людьми. В вторую очередь уже на территории. Но первое и второе не менее важно. Пане Денисе, а вот насколько устойчивы те меры, которые сегодня предпринимают оккупационные власти, чтобы избежать дефицита воды, начиная от незаконного бурения артезианских скважин, заканчивая инициативой строительства там опреснительных установок? Насколько вот эти меры они будут устойчивыми? Нет, конечно же, эти меры неустойчивые, они дорогостоящие. Мы рассматривали разные инструменты, которые Российская Федерация старается использовать для того, чтобы решить водный кризис. Самым безопасным, наверное, является перекачка воды из других водных источников, которые находятся на территории Российской Федерации. Но возникает очень большой вопрос по поводу того, какого качества эта вода в части водных объектов, из которых доставляется или из которых хотят доставлять воду, она не является пригодной для питья даже после соответствующих обработок. Если говорить об опреснении морской воды, то это очень дорогостоящая инициатива, малоэффективная, если говорить о соотношении цены и качества. Но что еще более важно, она опасна для экологии, и она может привести к долгосрочным катастрофическим мерам. То же самое мы говорим об инициативе активного, я бы сказал, бесконтрольного абсолютно бурения новых скважин. В долгосрочной
перспективе это может привести к полному иссушению грунтов на территории полуострова и последующих экологических изменений, необратимых, к сожалению. Фактически Также... Крым может ждать экоцид. Да, конечно, уже сейчас есть предпосылки к этому, к сожалению. Более того, параллельно с тем, как оккупанты уничтожают полуостров как территорию, они также и нарушают права жителей. Вот эта инициатива, которая была введена в действие недавно по фактически насильственному выкупу частных скважин, она является незаконной, она нарушает также международное гуманитарное право, потому что государство-агрессор не имеет права, кроме как в военных целях, отбирать у местных, у цивильного населения их собственность. Ну, вот так. Дякую дуже. Спасибо большое. Денис Савченко, аналитик Крымсос, был с нами на прямой связи. Пане Георгию, мы видим, что за 6,5 лет оккупационные власти Крыма не сделали абсолютно ничего, чтобы избежать дефицита воды на полуострове. Только тогда, когда мы видим вот полную милитаризацию полуострова, изменение демографической ситуации Крыма, и когда уже с кранов начала течь ржавая вода, они начали уже апеллировать к международным структурам, пытаясь выставить Украину вот в глазах наших западных партнеров как страну, которая доводит Крым там чуть ли не до гуманитарной катастрофы. Что мы можем с этим делать? Мы можем, к примеру, обращаться с исками в международные суды за то, что там сейчас делает Россия и доводит Крым до такого состояния чуть ли не до экологической катастрофы? Ну, давайте, во-первых, скажем, попытаемся ответить на простой вопрос. А почему Россия не понимала последствий своих действий? Она прекрасно понимала последствия действий. Просто план был другой. План был следующий. Или же по-хорошему договориться с Украиной, или по-плохому договориться с Украиной, чтобы пошла вода. Для этого использовались так называемые агенты влияния, для этого использовались и другие лица, для этого использовались официальные рассказы о гуманитарной катастрофе и защите граждан Украины, разные методы. Был другой план, которое на самом деле нельзя снимать со счетов. Это прямое военное вмешательство, захват территории Украины, в том числе контроль над возможностью поставки воды в Крым. Я думаю, что сегодня силы безопасности должны как никогда обеспечить безопасность наших границ, потому что этот план до сих пор не снят с повестки дня по информации, которой я владею. Тем самым они могут сейчас проводить такой процесс, что мы вынуждены были, у нас был экоцид, Украина проводила, поэтому мы, защищая своих граждан, они своими гражданами считают, поэтому ворвались на территорию и захватили еще часть территории Украины. Например, обращаю внимание, что то, что касается газовых установок, которые они захватили, да, нефтегазовых, то так называемые вышки Бойко, они находились в Одесской области. Они зашли туда, сняли их с места и перетянули их на территорию Крыма. Соответственно, говорить о том, что у них есть какие-то преграды для нарушения международного права зайти непосредственно на территорию подконтрольной Украины и провести там какие-то свои военные операции, их это может абсолютно не останавливать. Поэтому Украина должна быть качественно защищена, иметь международные гарантии, что в случае, если попытается быть новая атака на территорию Украины, будет соответствующий ответ. Это первое. Вторая вещь, то, что касается этого процесса. Безусловно, наши международные партнеры должны влиять на эти процессы. И, как я говорю, выход достаточно понятен один — деоккупация. Третье. То, что касается, вы спросили про международные суды. Не только может, а должна обращаться в международные суды. Более того, хотел бы обратить ваше внимание, что в соответствии иски уже поданы международные судебные юрисдикции, включая Европейский суд по правам человека, где поднимается этот вопрос, и то, что касается незаконные правовые действия в отношении крымско-татарского народа, и то, что касается оккупации, захвата нашего имущества, территорий и т.д. и т.п. Достаточно много нарушений практически всех статей конвенции, которые проходят на территории Крыма, включая в том числе вопросы экоцида. Это действительно большая проблема. И проблема будет как для Украины материковой части, так и для оккупированной территории. Потому что мы определенным образом взаимосвязаны. Но самая главная проблема — это граждан. И тут мы должны четко доводить позицию, что Россия своими действиями создает катастрофу.
И для того, чтобы уйти от этой катастрофы, должны быть соответствующие жесткие санкции, которые заставят Россию отказаться от оккупации нашей территории, вернуть эту территорию, потому что это им будет невыгодно дальше продолжать аннексию полуострова. Исключение России от международной финансовой системы SWIFT и полное эмбарго на нефть? В том числе. Есть много других методов. Безусловно, хочу обратить ваше внимание, что ущербы, это по предварительным информации от экспертов, сумма ущерба Украине составляет больше $100 миллиардов, да, от действий, которые предприняла Россия. Хочу обратить внимание, что Россия обладает такими деньгами, которые находятся в Соединенных Штатах Америки. И я считаю, что абсолютно было бы честным сегодня арестовать активы Российской Федерации на территории США, Германии, Франции, Швейцарии. Это в том числе и банковские счета, и вернуть пострадавшим. У нас много людей пострадали, потеряли свои дома, потеряли свои жизни. Значит, с ними надо рассчитаться. Если агрессор не хочет платить по-хорошему и возвращать эти деньги, значит, можно сделать по закону, в правовом поле. Поэтому это большие механизмы, которые позволяют создавать непосредственные возможности давления на государство-агрессор. Дякую дуже. Чохсагул у нас Георгий Лагвинский, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы в 17-18 годах, вице-президент Европейской народной партии в Совете Европы, был с нами на прямой связи. К нам сейчас присоединяется Сергей Фурса, эксперт с международных энергетичных финансовых питань, инвестиційний банкір. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий вечір. Я експерт з такої купи питань, що я навіть і не чув про таке. Давайте с вами обсудим судьбу Северного потока-2, обсудим, что нас ждет после прихода Джозефа Байдена на пост президента Соединенных Штатов Америки, учитывая, что вот недавно появилось такое заявление, что Соединенные Штаты Америки планируют ужесточать санкции в отношении Северного потока-2. Насколько это, как думаете, не позволит больше завершению строительства Северного потока-2? Ну, похоже, мы добились того, чего хотели, и украинские лоббисты, и американские лоббисты, чего греха таить, потому что они борются за европейский рынок газа. Добились того, что Северного потока-2 не будет. Судя по всему, вот ту часть трубы, которая должна пройти по территории Дании, ее проложить не удастся. Благодаря американским санкциям, в том числе новым санкциям, которые этой ночью были проголосованы американским парламентом, попадут в следующем году в оборонный бюджет, и там никто уже не согласится участвовать в этом проекте. Поэтому... А вот раскройте, что это за санкции, каким образом они делают невозможным завершение строительства Северного потока-2? Ну, смотрите, датчане требуют, что, окей, они разрешили проложить трубу по их территории, но сказали, это все должно быть застраховано. А никто это страховать не хочет, потому что американцы сказали, того, кто будет застрахует, мы сами догоним, и больше они никого страховать не будут. А с американской юстицией шутки плохи, все операции в долларах проходят через американские банки, поэтому никто против американских санкций играть не хочет из нормальных бизнесов. Ну и, соответственно, никто не будет страховать этот этап строительства, а, соответственно, его невозможно закончить. А «Газпром» каким-то образом может обойти эти санкции? В том-то, ну, смотрите, «Газпром» не может застраховать себя, да? Он не страховая, не европейская страховая компания. Он не может выполнить ряд работ, которые могут выполнить только европейские компании. Поэтому «Газпром» теоретически мог бы, но это не то, что может сделать «Газпром». Не испортит ли, как вы думаете, это отношение Соединенных Штатов Америки с Германией, которая очень активно заявляет в последнее время о том, что она всячески попытается все же достроить Северный поток-2? Ну, это надо быть специалистом очень широкого профиля. Это глобальная геополитика, я не являюсь специалистом. Безусловно, у немцев свой интерес, экономический тоже интерес, но он тут сталкивается с интересом американским экономическим, и пока что мы видим, что американский интерес побеждает. Если Северный поток не достроит, что это означает для нас, для Украины? Ну, как минимум то, что резкого падения транзита через территорию Украины в следующем году не будет. Потому что все, что мы боялись, и то, ради чего, собственно, строили Северный поток-2, чтобы уменьшить транзит по территории Украины. Это создает и некоторые риски военные для Украины, и плюс это потеря дохода. Россия бы забрала этот доход. То, что она платит «Нафтогазу», она бы платила сама себе. Для нас это неприятно. Пусть нам отдает эти деньги.
Сейчас, похоже, у них это не получится. Соответственно, тот объем транзита, который шел через Украину, плюс-минус и будет. Он не пойдет через Северный поток-2. Вот многие эксперты, журналисты говорили о том, что с приходом Джозефа Байдена на пост президента Соединенных Штатов Америки, что США будут пересматривать свою политику в отношении Северного потока-2, учитывая, что Европа поддерживала Джозефа Байдена. Вот теперь этих опасений нет, получается? Ну, мы видим, что тут есть двухпартийная поддержка у этих санкций, как демократов, так и республиканцев, поэтому резкий разворот вряд ли возможно. Если бы решение изначально принимал Байден, возможно, оно было более мягкое. Возможно, он пытался в духе евроатлантического партнерства договориться. Но сейчас, когда эти решения уже приняты, откатывать их назад ему уже тоже как-то неудобно, поскольку он тогда бы шел против американского бизнеса. А это не очень логично для американского президента. Давайте підключимо к нашій дискусії політолога-міжнародника Тараса Березовця. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Тарас, вітаю вас. Так, доброго вечера. Новые санкции, принятые Конгрессом США в отношении Северного потока, делают ли Северный поток уже индустриальной руиной на дне Балтийского моря? Ну, як ми знаємо, цей проект реалізовувався Кремлем разом з європейськими партнерами, в першу чергу німецькими, австрійськими і швейцарськими компаніями. Протягом останнього десятиліття він був повністю зупинений внаслідок ухвалених американським сенатом санкцій. Попри це, Росія висловлювала сподівання, що роботи з добудови цього проекту, нагадаю, залишалося добудувати близько 7% цього північного потоку. Продовжиться 5 грудня. Ну, звісно, нічого подібного не сталося. В першу чергу через те, що жодна компанія світова сьогодні не буде ризикувати потрапити під американські санкції. І сьогоднішнє рішення Байдена, як справедливо зазначив колега Сергій Форса, воно, мені здається, вже ставить там... Все і так було зрозуміло, ну тут уже, що називається, вже зовсім жирна крапка поставлена на цьому проекті, тому що я не знаю, які могли бути сподівання на Байдена, чесно кажучи, тому що справді двопартійна підтримка проти цього проекту, вона була відкритою, відвертою. Завжди американська політика, вона завжди є зрозумілою, прозорою, вона є послідовною. Там ніяких таємниць в цьому питанні не було. Давайте перейдем вместе к следующей не менее важной теме, к COVID-19 локдауну, который планируют вводить в нашей стране. Сегодня стало известно, что в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения с 8 по 24 января 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства. Давайте послушаем, что он сказал и кто, собственно, кому и как будут разрешать во время карантинных ограничений. Продовжить працювати громадський транспорт, аби люди могли добиратись на роботу в ті організації, установи, підприємства, які будуть працювати і під час карантину. Це життєва необхідність, ми це розуміємо, це було також опрацьовано і проаналізовано на всіх рівнях. Також будуть працювати продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі. Пане Сергею, не поздно ли? Ну, поздно, да, уже поздно. Это надо было делать в ноябре. Но тогда не было денег в бюджете. Сейчас за счет, нам сегодня ЕС выделил 600 миллионов, там несколько удачных аукционов. А сейчас деньги будут, и тогда и появится возможность. Выглядит как поздно, тем более нелогичным, что локдаун начинается не 1 января, а 8. И вот этот период, это будет очень опасная неделя, когда все пойдут в церковь, все дружно, потом все пойдут дружно на Рождество пьянствовать в больших компаниях. И это самая благотворная среда для вируса. И почему оттягивают исключительно как популизм, это не объяснишь. Плюс всего 2 недели локдауна, это, скорее всего, недостаточно для его эффективности. И тут вопрос еще, не будет ли он продлеваться или не появится ли это, знаете, такой же мистификация, как локдаун выходного дня, который вроде бы вводили, вроде бы по бизнесу били, а толку от него никакого. Пане Тарасе, как вы думаете, наша власть нынешняя отдает себе отчет в том, что количество заразившихся на коронавирус во время новогодних праздников может увеличиться? Не поздно ли будет потом пить боржоми? Ми бачили, офіційна статистика показує поступове зменшення кількості захворювань в Україні, але причина цього криється тільки в тому, що зменшилася суттєва кількість тих людей, які здають тести на ковід.
Як ми знаємо, сьогодні такого поняття, як безкоштовна здача тесту, фактично не існує. От мої батьки, які приїхали з Криму, вони були змушені здавати, до речі, кілька разів тести, тому що вони були абсолютно неякісні. І компанія, і клініки, в яких ми здаємо, навіть приховують джерело походження цих тестів. Було розслідування журналістське, що деякі з цих тестів взагалі мають російське чи китайське походження, і вони взагалі можуть бути не сертифіковані. От вам, будь ласка, приклад. А те, що фальсифікується зараз статистика на предмет зменшення, це вже очевидно. Що стосується того, коли потрібно було вводити цей карантин, очевидно, що його треба було вводити ще вчора, тому що за місяць, це виглядає абсолютно безглуздо, враховуючи зростання кількості захворюваних в Україні, і те, що ця крива захворюваності стрімко зростає сьогодні по всьому світу. І українська медична система, вона просто навіть мінімально не готова до цього. Імітація локдауну, тому що дивним чином не потрапили, наприклад, під локдаун лижні курорти. І ми розуміємо, чому, тому що найближчий олігарх до президента Ігор Коломойський має найбільший лижний курорт в Україні, і це його бізнес, і тільки через це він не буде закриватися. От вам, в принципі, приклад, очевидно, інтелектуального локдауну для своїх людей, про які говорив якраз таки Давид Арахамія. Але чомусь цей інтелектуальний локдаун працює тільки для оточення президента, і він працює проти українського бізнесу. Скажите, а почему идет такая манипуляция цифрами и такая фальсификация? Пане Сергею, как думаете, с чем это связано? Смотрите, во-первых, надо обосновать, почему мы не будем еще месяц вводить локдаун. А во-вторых, надо обосновать, что зачем же мы вводили карантин выходного дня, когда все говорили, что он не будет работать. Это все требует каких-то объяснений, да. И вот они объясняют, смотрите, все же работает, да. У нас уменьшилось количество заболевших, все нормально. Смотрите, не надо вот именно сейчас вводить локдаун, можно потерпеть до 8 января. У нас же уменьшилось число заболеваемых. Это что, пытаются угодить людям? Это пытаются объяснить свое поведение людям. Угу. Пане Тарасе, как вы себе это объясняете? По-моєму, слухайте, тут це абсолютно зрозуміло, що зараз знижуються абсолютно штучні цифри, вони підганяються. Я про це написав ще тиждень тому, що зараз буде знижуватися статистика спеціально для того, щоб пояснити, чому локдаун буде вводитись пізніше. От вони і робили. Тобто, дивіться, це було зроблено навмисне, зменшення кількості тестів, відповідно, зменшення кількості хворих, щоб сказати, що зараз нагальної потреби немає. Чому зараз не потрібно закривати? Тому що цей інтелектуальний локдаун вдарить сьогодні по інтересах бізнесу, людей з оточення президента. Це ж не жарт, розумієте, ми можемо, звичайно, кепкувати скільки завгодно, але те, що всі концерти квартала 95 вже були продані, всі квитки, я заходив особисто на цей сайт, це мій personal experience, як експерта, мені було цікаво просто. Вони були продані на 95% уже. І тому зрозуміло, що повертати ці гроші за квитки, які коштують там 8-5 тисяч гривень за квиток, вже ніхто не збирався. Тому от вам, в принципі, відповідь. Тому що це було невигідно, і тому локдаун дотягли до можливого там до 8 січня. Тим більше, слухайте, люди будуть ходити один до одного в гості. А що стосується різних корпоративів і подібного, подивіться зараз статистику, скільки зараз закривається нічних клубів, ресторанів через нелегальні вечірки, які там і так відбуваються. Тобто це означає, що процес поширення набуде абсолютно жахливого стрімкого характеру вже після Нового року. І потім розказувати, що, значить, мовляв, ми там щось знову помилилися, як зараз вони пояснюють. Ввели карантин вихідного дня, ой, ми помилились, сорі, вибачте, це не спрацювало. І вони те саме тоді скажуть, що ми думали, що статистика впаде, а вона несподівано виросла. Помилилась, вибачте нам. От приблизно така буде у них логіка. Так чем придется расплачиваться? Госпитализациями и смертностью? Життями українських громадян, на превеликий жаль. Це буде страшна ціна, за яку ми всі заплатимо. В России заявили, что готовы производить свою вакцину от коронавируса на территории Украины, и одна компания якобы уже дала свое согласие и наладила выпуск. Давайте послушаем их. Російський фонд прямих інвестицій і інститут імені Гамалеї готові виготовляти вакцину в Україні та подати документи для її реєстрації державними регулюючими органами. Випуск готової форми вакцини на території України вже налагодила одна з провідних фармацевтичних компаній – АТ «Біолік».
Но вчера вечером, через несколько часов до заявления россиян, компании «Биолек» заявили, что не подписывали никаких контрактов на производство российской вакцины и могут производить вакцину только если она будет официально зарегистрирована в Украине. Вот что они сказали. На окремих телеканалах та ЗМІ з'явилася інформація, що АТ «Біолік» освоїло технологію виробництва готової форми вакцини проти коронавірусу «Супутник Ві» і має можливість її серійного випуску для забезпечення потреб населення на території України та інших країн. Щодо цього повідомляємо, що АТ «Біолік» як національний виробник вакцин технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавірусу, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. На даний момент АТ «Біолік» не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій відносно виробництва вакцини «Супутник Ві» або будь-яких інших вакцин проти коронавірусу і ніколи не виробляли таких вакцин на технологічній базі компанії. АТ «Біолік» проводить виробничу діяльність виключно відповідно до чинного законодавства України та виробництво будь-якого лікарського засобу можливе лише за умови його державної реєстрації. Ну, мы услышали сейчас два взаимоисключающих заявления. К чему бы это, пане Тарас? Ви знаєте, я одним з перших побачив цю інформацію, написав, я побачив і повідомлення Фонду прямих інвестицій, потім спростування, але дивним чином, ви знаєте, в цій історії мене непокоїть факт того, що спростування компанії «Біолік» першими з'явилися на російських державних пропагандистських ресурсах. Я не можу собі чомусь пояснити, не можу знаходити логічного пояснення, чому офіційне спростування української компанії першим з'являється на українських ресурсах, чому на нього взагалі звернули увагу такі агенції, як ТАСС, яке, нагадаю, розшифровує телеграфне агентство Совєтського Союзу, і РІА Новості, офіційна пропагандистська компанія, яку очолює російський пропагандист Кисельов, з там бюджетом понад $100 мільйонів щорічно. Чому вони звернули увагу? Несподівано. І вони навіть раніше за українські медіа повідомили. А сама компанія «Біолік», ну, чесно кажучи, мені сумнівно, що це українська компанія, враховуючи те, що вона була продана через офшори. І багато свідчить про те, що насправді власники цієї компанії можуть бути російськими громадянами. Тому в підсумку, в сухому залишку, я думаю, що ми маємо швидше за все справу з тим фактом, що Фонд прямих інвестицій просто, можливо, оприлюднив інформацію, не розуміючи наслідків. І насправді якісь домовленості про виробництво цієї вакцини були, а потім їм довелося пожежними методами все це гасити. І нагадаю ще раз, що ключову роль в гасінні цієї інформаційної пожежі відіграли російські державні пропагандистські агенції. Кому це все вигідно? Ну, це вигідно в першу чергу тим людям, які ініціювали ці перемовини, і вони відкриті. Це Віктор Медведчук. Він першим вимагає виробництва російської вакцини. Вони кажуть про те, що «Біолік» може виробляти 700 тисяч доз на місяць. І чому дивно, Віктор Медведчук коментує факт того, людина, яка ззовні взагалі жодного стосунку не має, він каже про те, що вони можуть збільшити виробництво і виробляти більше. Можливо, Віктор Медведчук працює вже прес-секретарем компанії «Біолік». Це треба звернутися з запитом до них. Але, ну, ще раз повторю, дивно, що він коментує саме діяльність цієї комерційної компанії, до якої, ну, формально він жодного стосунку не має. Не знаю, де тут відповідь, чесно сказати. Пане Сергею, как вы думаете, какие преследует цели Россия, когда пытается нам подсунуть свою вакцину «Спутник-5», которой даже сам не вакцинировался Владимир Путин, ссылаясь на то, что она якобы не сертифицирована. И мы видим, как сейчас на некоторых украинских телеканалах активно педалируется эта тема, идет такая мощная пропаганда. Ну, это, опять-таки, пропагандистские цели. Они хотят сказать, что только Россия-матушка может спасти Украину. Возвращайтесь в наше лоно, возвращайтесь в лоно русского мира. Как, с одной стороны, им важно было самим сделать вакцину, которую, правда, никто, кроме них, не признает вакциной, для того, чтобы показать, что Россия великая держава. Ну и сейчас в рамках пропаганды, в рамках всей этой, которую они транслируют через телеканалы Медведчука, показать, смотрите, есть злой Запад, который хочет Украину придушить, а есть добрая Россия, которая готова обнять и приголубить. А финансовые интересы здесь прослеживаются? Я не думаю, что здесь есть какой-то значительный финансовый интерес. В данном случае в России всегда финансовые интересы, когда есть пропаганда относительно Украины, идут на второй план. Нет тут каких-то финансовых интересов. Но это же все глупость, пане Тарасе. Когда вообще Россия что-то делала в пользу Украины?
Виключно політична мета, демонстрація того, що дивіться, сьогодні західні уряди в першу чергу буде забезпечувати своїх громадян. Я думаю, на їхньому боці так би вчинив на місці вчинив будь-який свідомий уряд. І тут варто просто росіяни хочуть показати, зрозумійте, що от західні уряди вас не рятують, вони вам можуть надати свої вакцини там через 3 місяці, 6 місяців, чи коли дійде черга, невідомо. А ми готові допомагати вже зараз. Більше того, ми вам технологію передаємо, і ви на своїй власній території можете виробляти цей наш шмурдяк, перепрошую на слово, який називається «Спутник-5». От те, що він несе пряму небезпеку, підтверджується багатьма фактами, в тому числі тим, що деякі відомі російські чиновники, зокрема людина, яка називала себе мером Ялти, як ми знаємо, померла після використання цієї вакцини «Спутник-5». Він дивним чином вакцинувався, а потім йому стало зле. Він чомусь лікувався не в рідній кримській медицині, а чомусь полетів до Санкт-Петербурга, де, зрештою, цей «Спутник-5» його і добив. От. Я думаю, що повторювати, звичайно, цей шлях ніхто з українських громадян не хоче. Але, повторюсь, тут згоден з Сергієм, жодної комерційної цілі немає, є виключно політична. Показати, що Росія, матушка, вас рятує. От і все. Дуже дякую вам. Чохса Голнос, Тарас Березовець, політолог-міжнародник, та Сергій Фурса, експерт з міжнародних енергетичних фінансових питань, були з нами на прямому зв'язку. Чохса Голнос. Ну а я вынуждена с вами попрощаться. Мы прощаемся ненадолго, буквально на 5 минут. Далее эфир информационно-аналитическая программа «Бугунь». Мы уже продолжим на крымско-татарском языке. Не переключайтесь. Куршкенч.